Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. У татар Сибири к традиционной неприятной теме с установками памятников Ермаку прибавилась еще одна. Мы понимаем, что сегодня некоторые активисты из числа татар Сибири призывают своих соплеменников записываться как сибирские татары. Там такая логика звучит. Отколовшись от большой татарской нации в отдельный этнос Сибирь-татарлары, типа это поможет, видите ли, стать коренными народами Сибири. А значит, традиционные земли, территории, леса и поля сибирских татар никто трогать не будет. Значит, статус коренной народ Сибирь-татарлара дает какие-то гарантии. Во-первых, все татары России являются коренным народом в нашем государстве, вне зависимости от региона своего проживания. Что еще за бред дополнительно татарам Сибири доказывать, что они у себя на родине не верблюды? Во-вторых, у татар Сибири все равно случились проблемы с их традиционными территориями проживания. Коренной они народ или не коренной, хищнически мыслящим капиталистам плевать. Вот и татары таких сел, как Травагайское, Бегишевское, Кобякское, в Агайском районе Тюменской области попали в очень плохую историю. Население этих деревень занимается традиционными видами деятельности, охотой, рыболовством, сбором всяких лечебных трав. В общем, Советский Союз распался, колхозы пришли в запустение, никто их за 30 лет не захотел восстанавливать. Поэтому простые татары живут и выживают как могут. В сентябре 2020 года татарам Сибири в лесах у этих сел запретили ходить. Но втыкали везде шлагбаумы. Оказывается, эти леса теперь купил себе мало кому известный некий бизнесмен Михаил Бородулин. Теперь он стал практически известным феодалом-лендлордом. Активисты в Сибири уже нашли информацию, что эти леса Бородулину достались через какие-то аукционы. Зачем? Бородулин обещает восстановление в лесах охотничьих ресурсов. А что случилось? Ведь уже есть губернаторское постановление от 2014 года по Тюменской области, что Вагайский регион – это земля, которая и так может восстанавливаться естественным путем. Кстати, по всему тому же губернаторскому постановлению более 35% охотничьих угодий должны быть открыты местным жителям, то есть татарам. Но бизнесмен плевать хотел не только на татар, но и на областную власть. Активисты из Сибири также обнаружили несколько признаков, по которым можно говорить, что татары Сибири в Агайском районе на самом деле стали жертвами откровенного мошенничества. Во-первых, никакие уведомления о публичном проведении аукциона нигде не публиковались. Вот так. Как будто татар Вагайского района вообще даже за людей не считают. А во-вторых, глав татарских сел никто не предупреждал и не спрашивал о необходимости проведения данных аукционов. В-третьих, этот Михаил Бородулин, оказывается, владеет огромными территориями в Сибири. В руках сибирского лендлорда находится более 6400 квадратных километров. Чтобы вы почувствовали эту цифру, это примерно в 2 раза больше территории Республики Ингушетия. И это почти как территория Республики Адыгея. И все это в руках одного человека. Сейчас татары Сибири пытаются защититься, отстоять свои земли, которые на сегодня являются единственными их кормилицами в буквальном смысле этого слова. В описании под видео будет ссылка на петицию «Татарлар, Сібірдегі милләттәшләрне хуплыйк». Чтобы вы понимали, насколько важен лес татарам Вагайского района, расскажем вам небольшую историю о предпринимателе из Сибири Эльмаре Ибукине. Он сам родился в деревне Тукус Вагайского района. О проблемах односельчан и земляков знает не понаслышке. Поэтому в 2009 году он организовал кампанию «Ягоды плюс». Местные жители собирают ягоды, грибы, орехи, какие-нибудь дикоросы, а Ибукин все это добро скупает у них. По словам бизнесмена-татарина, он так дает селянам подзаработать порядка 300 тысяч рублей за сезон. И это речь идет о татарском населении. Таким промыслом живут более 10 тысяч человек. И вот теперь у них отнимают леса. Председатель Совета национально-культурной автономии сибирских татар Тобольска Зайтуна Тычинских
Опасается, что действия лендлорда Бородулина вообще могут уничтожить татарские деревни в Агайском районе. В каком смысле уничтожить? Да в самом прямом. Ладно, там молодые татары. Татары среднего возраста в поисках работы и лучшей жизни могут переехать в города. Но престарелые люди, абиляр-бабайлар, ведь останутся в деревнях. Кому они нужны в городе? Кто о них позаботится в деревнях, раз молодежь покинула эти деревни? Только мучительная смерть в одиночестве их и ждет. И это все будет на совести сибирского бизнесмена. У башкир появилась своя стратегия. Помните, в августе прошлого года в Казани была принята стратегия татарского народа? Так вот, теперь башкиры приняли свою стратегию. Наш детальный разбор башкирской стратегии, ее сравнение с татарской стратегией еще впереди. Мы готовим этот обзор. Для нас башкирская стратегия интересна еще тем, что она напрямую затрагивает интересы татар Башкортостана. Ну а пока что мы обратили внимание на публикацию журналиста и публициста Харуна Вадима Сидорова. Это такой русский националист, который в 2003 году принял ислам. В своей недавней статье Сидоров сравнил башкирскую и татарскую стратегии. К его анализу у нас нет никаких претензий. Он подчеркнул слабые места как у татарской, так и у башкирской стратегии. Хотя в некоторых местах, смотря как посмотреть. Все было бы замечательно, если Сидоров оставался бы строго в контексте анализа двух стратегий. Но он скатился и воткнулся в нашу предпереписную татаро-башкирскую дискуссию. На самом деле у нас это не просто предпереписная дискуссия. Нашему татаро-башкирскому спору уже больше 100 лет. Она началась с тех времен, когда коряво расчленили Уфимскую губернию. У нас не было никаких претензий к Сидорову, если бы он занял в нашем татаро-башкирском споре роль наблюдателя. Но он избрал роль арбитра, судьи, который выносит решение, какая из сторон победила в этом споре. В общем, Сидоров с бережной внимательностью описывает главных действующих лиц из числа башкирских одномиссионеров. Расшаркивается прямо перед каждым из них, перечисляет Азата Бердина, Юлдаша Юсупова, Салавата Хамидуллина. Видите ли, в башкирской стратегии нет ни слова о башкирской идентичности, но это ничего не значит, потому что сегодня башкирскую идентичность выражают вот эти вот Бердин, Юсупов, Хамидуллин. Сидоров сравнивает этих этномародеров с интеллектуальной школой американских неоконов, со школы западноевропейских новых левых. Сидоров после небольшой словесной псевдоинтеллектуальной эквилибристики с такими понятиями, как модерн, постмодерн, этнотрадиционалисты, отправился на страничку этномародера Юлдаша Юсупова и поблагодарил его за отличную работу, имея в виду стратегию башкирского народа. Какие еще эти этномародеры-интеллектуалы? Вообще-то, эти ребята участвовали в доносе на своих идеологических оппонентов. Юлдаш Юсупов и Азат Бердин участвовали в подготовке доноса на основателей сайта Уфа губернская. На сайте этом выкладывались аналитические материалы, статьи, в том числе и материалы, которые разоблачали манипуляцию с переписью населения в Башкирии. Разоблачали, как татар башкиры переписывали. Юлдашу Юсупову и Азату Бердину интеллекта, мозгов, проще говоря, возражать авторам этих статей не хватало. Но не получалось у них быть убедительными и доказывать свою позицию. В общем, они написали доносы на комментарии посетителей сайта Уфагуб. Вот так. Заходят всякие анонимы на сайт, оставляют жесткие и провокационные комментарии, а авторы статей и материалы на сайте, то есть Сергей Орлов, Николай Швецов, Ильдар Габдрафиков, Игорь Кучумов, все они страдают от Бердина и Юсупова. В итоге группа авторов Уфагуб была признана участниками экстремистского сообщества. Кто-то этномародеров обзывает интеллектуалами, хотя на практике они сродни сталинским палачам-доносчикам, чьи руки по локоть в слезах близких и родственников осужденных ученых и авторов-историков сайта Уфагуб. Интересно, Сидоров стал адвокатом этих этномародеров, ведь не за просто так. Недавно российский ученый Валерий Александрович Тишков
дал очень развернутое интервью интернет-изданию «Бизнес онлайн». В этом интервью случилась сенсация. Валерий Александрович признался, что в России, оказывается, есть косвенная ассимиляция нерусских народов. По словам ученого, вообще есть насильственная ассимиляция, есть прямое принуждение. От этого страдают, например, курды, которых заставляют записываться турками в Турции. А есть добровольная ассимиляция. Это когда люди, а чаще всего дети, сами выбирают свою национальность, которая им больше всего подходит, которая им комфортна. И вот ученый Тишков признается, что в Российской империи, например, была и насильственная ассимиляция, и добровольная ассимиляция. А куда относится такая форма ассимиляции, когда сегодня у нерусских народов России, в том числе и у многомиллионного татарского народа, нет возможности полноценно учиться в школе на своем языке? Разве это не насильственная ассимиляция? И здесь Тишков дает ответ, что да, это тоже ассимиляция. Не совсем что прямая насильственная, тут ученый смягчает градус, и называет это косвенным принуждением. То есть ученый расписывается, что в современной российской школе быть татарином, башкиром, адыгейцем или осетином некомфортно. Тишков успокаивает нас, представителей малых коренных народов России. Потеря родного языка – это не так страшно. В качестве примера он приводит марийцев, мордву, бурят, калмыков, которые уже перешли со своих родных языков на русский язык и чувствуют себя от этого неплохо. Что же происходит с народами России? Чтобы понять это, я вам предлагаю почитать интервью все того же Валерия Александровича Тишкова, которое он дал в 2016 году. Между тогдашним и недавним интервью прошло 5 лет. За это время в России был принят скандальный закон Госдумы по родным языкам. Ну и в прошлом году у нас в Конституции определилось, какой именно народ в России считается государствообразующим. Итак, в интервью 2016 года у Валерия Александровича спрашивают, что вообще в стране происходит с национальной политикой. Раскладываем ответ ученого. В стране сокращается проявление ксенофобии и радикального национализма. Национализма не только от имени большинства, но и от имени меньшинства. Тут, видимо, ученый имеет в виду русских, а в качестве меньшинств другие народы России. Что объединяет граждан России, спрашивают у Тишкова. Он перечисляет Олимпиада в Сочи, присоединение Крыма, события на востоке Украины, то есть Донбасс, санкции от Запада. Все это объединяет людей. Тишков также говорит, что у нас в стране реализуется государственная политика, одобренная еще в 2012 году. В общем, государство ставит целью достижения общероссийской гражданской идентичности и этнокультурного развития народов России. Но, судя по законам по родным языкам в 2017 году, принятым Госдумой, и судя по поправкам в Конституцию России, принятым в 2020 году, у нас в стране российскую идентичность укрепили, можно сказать, забетонировали. А что сделали по этнокультурному развитию народов России? Марийцы, мордва, буряты и калмыки перешли с родного языка на русский? Сформулируют 4 вопроса к российскому ученому. Первый вопрос. Валерий Александрович, а сегодня России вообще нужны татары, башкиры, те же марийцы, калмыки, ингуши, адыгейцы? Что наше государство собирается делать со своими многочисленными народами? Второй вопрос. Валерий Александрович, у вас есть теория о праве народов России на забвение родных языков? Скажите честно, вы исходите из того, что для России сегодня просто очень дорого, накладно финансировать и содержать вот эту всю инфраструктуру поддержки, сохранения и развития языков народов России? То есть русскоязычные марийцы, мордва, буряты и калмыки – это очень удобные теперь народы для России. Так что ли? Третий вопрос. Вы, Валерий Александрович, в своем интервью возмутились тем, что президент Татарстана Рустам Минниханов призвал определиться, татарин ты или башкир. Ну а кто сегодня в России может говорить татарам, чтобы они укрепили свою этническую идентичность? Ведь по факту татарин в лице Рустама Минниханова обратился к другим таким же татарам, чтобы они записались как татары. А что не так?
Кому вообще еще сегодня в России нужны татары, кроме как Татарстану? Четвертый вопрос. Он будет чуть подлиннее. Вы в вашем интервью утверждаете, что Татарстану, Казани не следует вмешиваться во внутренние дела Башкортостана перед всероссийской переписью. Валерий Александрович, вы еще говорите быть осторожнее. Почему? Потому что, видите ли, татары Башкортостана живут на территории суверенного субъекта федерации, у которого есть свои власти, свои избирательные органы. Давайте помолчим, вот к чему вы призываете. И вот в этой тишине якобы жители Башкортостана должны определиться, татары они или башкиры. О каких еще суверенных субъектах России вы говорите? В республиках России ликвидируются верховные суды, прокуратуры выводятся из-под влияния республиканских властей. Об этом последние поправки в Конституцию. Республики России уже давно в рамках межбюджетных отношений подчинены федеральному центру. Да, Татарстан гордо носит название республика. Но вот лично мое поколение в этом видит лишь символизм и не более. Вот вы говорите, чтобы Татарстан не лез в Башкортостан, а у вас, Валерий Александрович, есть понимание, что татары-башкирии нужны самому Башкортостану. Что там собираются делать с татарской культурой и татарским языком местные власти? Это вообще интересно республиканским властям? У нас большие сомнения. Раз непонятно, нужны ли татары России и Башкортостану, то кто тогда ответственен за татар сегодня? Рустам Нургалиевич, кстати говоря, ответил в прошлом году на этот вопрос.